Я думаю, что в вопросе, мне кажется, я так скажу, да, что, безусловно, эта вот тема Крыма поднимается редко. И мне кажется, это недоработка и, безусловно, там, потому что Владимир Зеленский убежден тем, что он сможет закончить войну на Донбассе, это для него приоритетная задача, а Крым мы как бы выносим за скобки. Но я хотела бы еще раз повторить, да, там, что невозможно решение вопроса Донбасса без решения вопроса Крыма. Это звенья одной цепи. И что прошлая власть это не понимает, так и нынешняя власть этого не понимает. Но мне приятно, например, что на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский наконец-то вспомнил про крымских татар, он вспомнил про Крым, но хотелось бы, конечно, больше конкретики. И мне в первую очередь кажется, что очень много зависит от работы как и НГО, так и представительства президентов при Крыме, да, которое бы исследовало, в принципе, что происходит с полуостровом в плане милитаризации, замещения населения, в плане того, что какие нормы МГП там нарушаются, да, международного гуманитарного права, какая у нас коммуникация с Международным уголовным судом. Но в целом сегодня опять-таки тоже представительство говорило, что через год у них появится какая-то стратегия деоккупации. Но об этом нам каждый год вот обещают, да, шестой год уже, да. Шестой год подряд. Хочется, чтобы, конечно, это все наконец-то было реализовано, а не осталось только какими-то планами и всем остальным. Да? Поэтому, да, конечно, абсолютно стратегии нет в отношении Крыма. Близится годовщина, сейчас мы проведем конференцию, сейчас мы поговорим, обсудим одни и те же вещи. Да. Никто, например, не изучает влияние санкций на экономику Крыма, никто не изучает вообще, там, что с промышленностью происходит. Даже вопрос комплексной воды, если говорить уже, да, вот, но эти заявления Рахами и части депутатов «Слуги народа», они говорят, что они просто вообще не разбирались в этом вопросе. Они слышали звон, но не знают, где он. И хочется, конечно, все-таки провести какой-то ликбез нынешней власти относительно того, что вообще в Крыму происходит. Мне кажется, там просто нет этого понимания комплексной картины и, да, важности, и тоже осознание важности, что вот телеканал АТР, он важен как символ, это пуповина, которая, в принципе, соединяет Крым, оккупированный сейчас, и жителей материковой части, да. И когда там нам передают деньги из Крыма наши знакомые для того, чтобы поддержать телеканал, это говорит о чем? Это говорит очень о многом, да. И лишать людей этой возможности. Они и так обижены на Украину, как на государство, потому что спустя 6 лет не выработана государственная политика точная, да, им кажется, что о них забыли, да, и если сейчас еще вот возникает такая ситуация, как с телеканалом АТР, это будет таким очень ярким сигналом, что все равно.